Ежегодно в России, по официальным данным, умирает свыше 20 тысяч человек от передозировки. Причем, если в самом начале было всего несколько разновидностей употребляемых наркотических веществ, то сейчас их просто не счесть. Сегодня особенно популярны синтетические наркотики. Их сложно выявить, они не имеют характерного запаха и цвета. Приглашенные гости на встрече больше говорят о причинах и случаях из собственного опыта. В социуме на таких людей, которые употребляют, смотрят как на биомусор. Никто не хочет с ним связываться, никто не хочет помогать этим людям. Было бы, конечно, прекрасно, если были бы какие-то социальные лифты, какая-то социальная помощь, которые люди помогали бы этим ребятам. Сколько ни говори, о вреде наркотиков все равно мало. Нарушение работы всех органов человека, развитие психических заболеваний, нарушение центральной нервной системы. Если поначалу наркоман принимает наркотики в погоне за приятными ощущениями, то позже вынужден это делать, чтобы избежать ломки. Мы делали анализ по годам 2020-2021, то получилось, что в 2020 году было у нас на 47 человек больше поставленных на учет. И мы делали анализ по первому кварталу 2021 года и 2022 года, то опять же 29 человек, около 30 человек тоже меньше поставлено в 2022 году на наркологический учет. Поэтому можно сказать, что идет снижение. Наркологи, директора реабилитационных центров, члены антинаркотической комиссии и комитет по делам молодежи. Здесь собрались те, кому не безразлична судьба молодежи. Круглый стол «Горькие плоды сладкой жизни» приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. У нас и наша мэрия, администрация города Магас, в том числе и наш отдел по социальной работе, мы проводим разные работы, в том числе у нас есть антинаркотическая комиссия. Мы очень часто проводим мероприятия, на которых присутствует представитель НТРК тоже, где постоянно проводим профилактические беседы с молодежью, говорим о вреде наркомании, о вреде обществу, и как это плохо влияет в целом вообще на наш народ. О вреде психотропных веществ молодые люди знают отлично и понимают, что проблема весьма серьезная. Я узнал достаточно много, то что, к сожалению, у нас в стране очень много таких людей, которые заболели. То, что у нас есть такие центры, которые излечивают их, это хорошо очень. То, что люди могут прийти туда добровольно и записаться, и вылечиться от этого. Выслушав по очереди всех гостей, ребята задают интересующие вопросы. И это лишнее подтверждение, насколько интересны и полезны для них такие встречи. На них нашу молодежь учат быть осторожными, беречь себя и своих близких. Хава Газикова, Мухаммад Даскиев, Новости 24.